Современная ядерная медицина открывает широкие возможности борьбы с раком. Диагностический блок президентской клиники с отделением ядерной медицины оснащен уникальным для Казахстана оборудованием ПЭТ-КТ и ОФЭКТ-КТ. Гражданам Казахстана нет необходимости выезжать за границу при подозрениях на тяжелые заболевания за диагностикой или лечением, так как в президентской клинике эти технологичные услуги проводятся на высоком уровне как в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, так и на платной основе. С блоком ядерной медицины нас знакомит Айгуль Садуакасова. Мы проходим уже непосредственно в сам диагностический блок. Начинаются с процедурных кабинетов. Вы замечаете, что имеется специальная защита по радиационной безопасности. Она начинается уже с самих дверей процедурных кабинетов. И непосредственно вот там, в процедурной комнате, происходит внутривенное введение препарата. Этот препарат нам нужен для того, чтобы распознать, где находятся метаболически активные очаги, которые как раз указывают на локализацию и характер онкологических заболеваний. Специальные указатели показывают, где находится позитронно-эмиссионный компьютерный томограф. Этот аппарат способен выявлять злокачественные опухоли, находить метастазы, а также проверять эффективность проведенного лечения. Сейчас в президентской клинике используется только один радиофармпрепарат – фтор-дезоксиглюкоза. Вот в этой части, вы увидите, находятся специальные палаты, где пациент проходит свою подготовку. Давайте заглянем туда. Необходимо соблюдать строгую тишину, потому что пациенты должны находиться в затемненном и очень тихом помещении. Так, в таком положении пациент находится час до введения препарата. Только после этого вводит сам препарат внутривенно, и еще целый час пациент находится в диагностической палате в виде подготовки к исследованию. Только потом он поступает на сам аппарат. За исследованием с использованием радиофармпрепаратов на аппарате ПЭТ следит группа физиков-ядерщиков. Само исследование длится минимум 20 минут, максимально до 45 минут. Выйти из отделения пациент может только после контроля на специальном дозиметрическом оборудовании, которое измеряет уровень радиации. Блок КТ, МРТ – часть диагностики. Здесь проводятся исследования по выявлению патологии для постановки диагноза, определения дальнейшей тактики лечения с последующей реабилитацией. Сейчас мы находимся в блоке КТ-МРТ Центра диагностики возле аппарата КТ Siemens Definition Flash 256-срезовый, который не имеет аналогов в Казахстане. Также в нашем отделении имеются два МРТ-аппарата. Это Siemens 3-тесловый Skyra и General Electric 1,5-тесловый Optima 450, на которых мы проводим исследования всех органов и систем, а также специсследования, которые проводятся только в нашей клинике. Методика МР-энтерография, то есть это метод исследования заболеваний и изменений со стороны тонкого кишечника. То есть единственным аналогом является видеоэнтероскопия, когда пациент глотает камеру, и получается, что это дорогостоящее. Здесь менее дорогостоящее исследование, неинвазивное исследование, да, то есть не требующее каких-то дорогостоящих расходных материалов и вмешательств. Исследования проводятся около 50-60 минут, то есть в последующем позволяет нам увидеть не только внутреннюю часть кишечника, но и лимфатические узлы за пределами кишечника, патологии со стороны других органов, сдавление извне, вследствие чего происходит, то есть и так далее. То есть она немножко расширяет границы обычной энтерографии. Лаборатория радиофармпрепаратов отделения ядерной медицины. Здесь происходит распределение препаратов для ПЭТ-КТ и ОФЭКТ-КТ исследований. Сотрудники лаборатории стараются все делать очень быстро. Срок жизни радиофармпрепаратов ультракороткий. После того, как фармпрепарат готов, его отправляют на контроль качества на тонкослойной хроматограмме, прежде чем вводить его пациенту. В президентской клинике реализуется инновационный проект. Строительство циклотронного комплекса уже началось на территории больницы, и в скором времени здесь будут производить несколько радиофармпрепаратов для диагностики онкологических, сложных неврологических, кардиологических и системных аутоиммунных заболеваний.
Так как мы полностью зависим от циклотронного комплекса, находящегося в Республиканском диагностическом центре, и покупать нам радиофармпрепарат не у кого, потому что это ультракороткоживущий радиофармпрепарат. Период полураспада его составляет всего 109 минут, и поэтому мы находимся в прямой зависимости от производства. Ввиду того, что циклотрон временами выходит из строя, мы вынуждены останавливать работу своих аппаратов и не принимать пациентов на обследование. Таким образом, сейчас в Казахстане сформировалась достаточно большая очередь на исследование на позитронной эмиссионной компьютерной томографии. Ну, а как вы понимаете, это в основном онкологические пациенты, и иногда ждать им нет времени. Поэтому руководство нашего медицинского центра, больницы, управления делами президента решила искоренить эту проблему, начав очень большой, такой мощный проект по созданию собственного циклотронно-производственного комплекса на территории нашей больницы. Сейчас идет строительство его, и, возможно, в 2021 году в планах запустить его в эксплуатацию. Что даст нам строительство этого циклотронного комплекса? Ну, во-первых, это будет пока что, опять-таки, единственный в Казахстане такой мощности циклотронный комплекс на 9 радиофармацевтических препаратов. Напомню, что сейчас пока в Казахстане имеется один радиофармацевтический препарат фтордезоксиглюкоза. Располагая большим, вернее, широким спектром радиофармпрепаратов, мы можем диагностировать разные заболевания именно онконаправленности, и не только онкопатологии, но и быть полезным кардиологом, неврологом.